Владимир Валерьевич, вот с 1 сентября частично российская сторона прекратила финансирование заработных плат работникам социальной сферы. Очень много разговоров уже вокруг этой темы. Кто-то считает, что это связано с так называемым протоколом, который гуляет в соцсетях. Это связано с этим или же с соглашениями, которые были между Российской Федерацией и Республикой Абхазия? Поясните, пожалуйста. Добрый день. Я, наверное, постараюсь более подробно рассказать о порядке и условиях оказания российской помощи Республике Абхазия по отдельным направлениям. Ну, в частности, одно из масштабных направлений – это оказание помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия. Дело в том, что в нашей стране действует соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерации о содействии в реализации программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы. По условиям этого соглашения, как и абхазская сторона, так и российская сторона обязаны выполнять зафиксированные условия. Так, в частности, за абхазской стороной есть право, обязательство, даже прямо написано, абхазская сторона обязуется содействовать выполнению требований этой программы содействия социально-экономического развития, в том числе и программы гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Все мы прекрасно знаем, что программа гармонизации имеет соответствующие пункты, а их реализация подразумевает соответствующие сроки. В этой связи, в случае, если абхазская сторона, мы сейчас только об абхазской пока будем говорить, в случае, если абхазская сторона не полностью, либо не своевременно выполняет условия программы гармонизации, то, соответственно, по условиям соглашения, о котором я сказал, о содействии в реализации программы соцэконом развития, российская сторона вправе ограничить либо частично приостановить оказание финансовой помощи именно по одному из соглашений, подписанному в рамках развития договора о стратегическом партнерстве и союзничестве. В частности, это соглашение о порядке финансирования заработной платы отдельным категориям работников госучреждений республики в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания населения. Таким образом, отдельные пункты этой программы имеют срок реализации до 1 августа 2024 года. В связи с тем, что абхазской стороной не выполнены условия этой программы, российская сторона временно ограничила оказание финансовой помощи в размере 141 миллиона рублей на реализацию соглашения по финансированию заработной платы работникам социальной сферы. Эта сумма является 1/12 от годовых значений. В этой связи требования договаривающих сторон, в данном случае российской стороны, были, соответственно, по условиям соглашения выполнены. Подобная ситуация в текущем году является не первой. Хочу привести пример. В частности, программой гармонизации был установлен срок о принятии абхазской стороной закона об основах социального обслуживания граждан Республики Абхазия, срок который стоял июнь 2024 года. Соответственно, в июле месяце мы подали заявку на финансирование расходов по заработной плате отдельным категориям работников, но в связи с тем, что закон не был принят в срок, к нам поступило, разумеется, официальное обращение, что не выполняются условия программы, соответственно, соглашение вступает в силу, и было приостановлено финансирование за июль месяц 2024 года в таком же размере 141 миллион рублей. Далее, 30 июля закон Республики Абхазия был принят, и эти средства были восстановлены
Республики Абхазия в качестве финансовой помощи. Аналогичная ситуация и сейчас происходит. Повторюсь, до 1 августа установлен ряд позиций по принятию абхазской стороной решений. Эти решения не были приняты, абхазская сторона их не выполнила. В связи с этим ежемесячное поступление средств на реализацию соглашения по выплате заработной платы пока временно приостановлено. Владимир Валерьевич, а в связи с чем абхазская сторона не выполнила условия соглашения? Ну, в данном случае сроки стоят по рассмотрению пунктов 1 раздела 2 программы. Это подписание и ратификация соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. Срок реализации, еще раз повторюсь, 1 августа. Ну и второе, то, что из всей программы по срокам на август стоял, это ратификация соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам от 29 июня 2022 года. Это соглашение было подписано в 2022 году в Санкт-Петербурге. Это соглашение с российской стороны уже ратифицировано, но вот пока с нашей стороны мы еще такой документ ратифицированный не имеем. Естественно, сроки прошли, ну и, соответственно, было приостановлено финансирование. Я, наверное, еще подробно хотел бы сказать о том, что никаких других соглашений, которые реализуются у нас вместе с Российской Федерацией и финансируются за счет российской финпомощи, не приостанавливается, не ограничивается. В том числе соглашения по материально-техническому обеспечению органов внутренних дел там, и других подобных направлений. Они не подпадают в соответствии с соглашением на сокращение или неполное оказание финансовой помощи на реализацию этих соглашений. По причине того, что не исполнены условия программы гармонизации. Или простыми словами, если совсем сказать, не выполняются требования по гармонизации, ограничивается финансирование именно по одному соглашению по финансовому обеспечению заработной платы работников социальной сферы. Ничего другого это не затрагивает. Бюджетники социальной сферы получат зарплату в полном объеме. Абхазский бюджет может компенсировать непоступление средств? Ну, учитывая то, что эти бюджетные обязательства являются составной частью нашего бюджета целиком по стране, как и отдельных ее уровней, там, республиканского и местных, соответственно, эти расходы являются для нас приоритетными, эти расходы являются по всей системе бюджета защищенными, они формируют основную часть наших расходов, в том числе местных бюджетов. Естественно, мы будем обеспечивать их выплату в порядке, установленном бюджетным законодательством. Да, если мы такую тенденцию будем наблюдать и в следующем месяце, конечно, это будет сложно. Конечно, это будет тяжело, естественно, для бюджетной системы. Мы вынуждены будем, об этом тоже мы вчера на совещании, на встрече с премьер-министром говорили, мы вынуждены будем применить меры по защите бюджетной системы, в данном случае для обеспечения основных направлений расходов в социальном направлении. Будут сокращаться расходы, но безусловное выполнение этих социальных обязательств мы должны обеспечить. Это очень важный аспект, потому что именно они формируют, через выплаты формируют и доходную базу местных бюджетов, это суммы подоходного налога, это доходную базу бюджетов государственных, внебюджетных, всех фондов наших. Вот это отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, охраны труда, там, фонд репатриации, ну и другие фонды. Поэтому здесь, как и прежде, меры по обеспечению стабильности бюджетной системы будут применены при необходимости. Еще раз повторюсь, если пункты, установленные в программе гармонизации, будут выполняться, соответственно, финансовое обеспечение будет осуществляться российской стороной. Вот, наверное, в целом, что сегодня происходит по этому вопросу. Расходы этого месяца обеспечить без
российской финансовой помощи. Но в будущие периоды это, конечно, будет сложновато. Мы ориентируемся на то, что это более 700 миллионов рублей потребуется на эти цели. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, надо будет смотреть либо фронтально расходы сокращать, либо сокращать расходы, ну, прежде всего, это расходы, наверное, капитального характера, расходы на приобретение имущества для нужд учреждения, естественно, текущие расходы, которые обеспечивают жизнедеятельность в каждодневном режиме государственных органов власти, там, конечно, мы будем стараться своевременно и в полном объеме. А что касается таких расходов, которые можно перенести на будущее, ну, будем предлагать именно такой способ. Владимир Валерьевич, как в целом исполняется бюджет Абхазии на 2024 год? Я, наверное, хронологию немножко расскажу о том, как у нас исполняется бюджет за последние 3 года. Мы об этом очень часто говорим и подчеркиваем, что есть хорошие предпосылки, они были намечены там с 2021 года по росту доходной базы как республиканского бюджета, так и государственного в целом. 2024 год, естественно, тоже не исключение. Мы видим тенденцию роста поступлений по отдельным видам доходов вот на протяжении этих 3 лет. Ну и, соответственно, что нам позволяет принимать решения в новые бюджетные обязательства, новые расходные обязательства и увеличивать расходы бюджета. Я хотел бы несколько цифр, наверное, озвучить. Мы вот в 2020 году имели общий параметр бюджета, фактический параметр, я буду только о фактических поступлениях говорить, 4 миллиарда 800, это собственные доходы государственного бюджета. Сегодня это 9,8 миллиардов. Ну, сегодня я имею в виду итоги 2023 года. 9,8 миллиардов рублей. Причем я хотел бы подчеркнуть, и не первый раз об этом говорю, что за эти 3 года практически не менялось налоговое законодательство, в частности, не менялись ставки налогов, не вводились новые налоги, не уменьшались налоговые льготы и преференции. Вот. В основном это обусловлено, такой рост поступлений, это мобилизацией доходов через главных наших администраторов. Да, несомненно, здесь большая работа ведется и налоговыми органами, и таможенными органами, органами внутренних дел и другими уполномоченными нашими администраторами, которые формируют доходную базу. Наверное, важно сказать, что мы за текущий год тоже имеем темпы роста доходов. К примеру, уровень республиканского бюджета у нас, хотя несмотря на то, что мы еще пока не полностью обеспечиваем кассовое поступление, вот, очень надеемся, что текущий месяц нас исправит в этом смысле. Но хотел бы сказать, если брать в сравнении с предыдущим годом, то собственные доходы бюджета выросли, ну, поступление их выросло на 830 миллионов рублей. Естественно, и расходы за 8 месяцев республиканского бюджета тоже были увеличены на подобную, на эту сумму. То есть мы постоянно наращиваем расходы. Если брать структуру этих расходов, то, соответственно, большая часть носит характер социально ориентированных расходов. Социальных и социально ориентированных. Оказание поддержки районам, в том числе по предусмотренным бюджетным параметрам, установленным законом. Оказание адресной материальной помощи нашим гражданам. Только за 8 месяцев у нас помощь за счет средств резервных фондов президента страны и Кабинета министров получили 1872 человека. Я, наверное, сейчас о некоторых цифрах более подробно скажу. Получили 1842. 232 миллиона рублей было направлено на эти цели. Кроме того, мы ведем
масштабное финансирование более чем на 180 объектов, инфраструктурных объектов по всей территории нашей страны за счет средств республиканского бюджета. 624 миллиона рублей – это сегодня средства, которые направлены частично в качестве авансов по отдельным объектам, по другим объектам уже полностью окончено финансирование. Это очень важные направления, которые дают, в том числе, повышают экономический потенциал нашей страны, перераспределяются деньги через бюджет в экономику, ну и, соответственно, потом в виде налогов возвращаются обратно в бюджетную систему. Это все нам позволяет уровень доходов, который мы получаем. Есть, к сожалению, и виды доходов, которые мы ожидали и ожидаем, еще оценка у нас есть такая, что поступят до конца текущего года. Ну, прежде всего, я говорю о тех доходах, которые предусмотрены в бюджете от использования государственного имущества. Здесь, конечно, оно бы дало хороший импульс для реализации полностью тех намеченных планов, которые мы предусмотрели на эти цели. Если эти средства не будут поступать, соответственно, мы тоже будем применять меры по оптимизации, сокращению каких-то расходов. Это я говорю сверх того, что в случае, если не будет поступать российская финансовая помощь, ну, в том случае, если не будут выполнены условия по соглашению. Наверное, очень важно отметить по основным направлениям, программным направлениям республиканского бюджета. Мы оказываем меры государственной поддержки по реализации программ малого и среднего предпринимательства. У нас, вы знаете, что в текущем году предусмотрены на эти цели программы 100 миллионов рублей, 26 миллионов рублей уже профинансированы на эти цели. Меры по поддержке агропромышленного комплекса, в частности, программы развития сельского хозяйства, 70 миллионов рублей у нас на эти цели направлено. Также реализуются меры по оказанию адресной помощи в приобретении жилья по программе жилище. Там 17 миллионов рублей на эти цели. Недавно завершилась как раз комиссия по принятию решения, определению категории получателей сертификатов. Разумеется, самые масштабные расходы у нас касаются системы в социально-культурной сфере, ну, в частности, в здравоохранении. Мы из предусмотренных 537 миллионов рублей на систему здравоохранения в текущем году уже 347 миллионов рублей направили. Это самый высокий уровень освоения бюджетных средств по программным мероприятиям. Не прекращается у нас поддержка, еще раз повторюсь, основных направлений расходов бюджета. Кроме того, хотел бы обратить внимание, что несмотря на то, что мы должны прежде всего обращать внимание на те задачи, которые финансово должны быть обеспечены бюджетом, законом о бюджете, средства, бюджетное ассигнование, которые предусмотрены, руководством страны оказывается дополнительная поддержка за счет средств резервных фондов. Помимо оказания адресной помощи нашим гражданам, оказывается поддержка различным юридическим лицам, осуществляющим мероприятия социального и социально-культурного характера. Вы знаете, что у нас в этом году прошло масштабное мероприятие, наша страна была представлена на БРИКСе, дополнительно на эти цели были по поручению руководства страны выделены 20 миллионов рублей. Ну и таких расходов очень много, и уровень консолидации бюджетных средств, наполнения доходных части как местных бюджетов, так и республиканского бюджета дает нам возможность финансово обеспечивать те задачи, те новые вызовы, которые стоят перед страной. Говоря о том, как мы осуществляем бюджетные инвестиции за счет собственных средств в объекты
реконструкции, модернизации, строительства инженерной инфраструктуры, социально-культурных объектов. Мы можем сказать о том, что начиная с 2020 года, вернее, если сравнивать 2020 год и итоги 2023 года, то в 2020 году, да, там объективные причины, несомненно, были это ковид, вот меры были ограничивающие, очень жесткие приняты. Но при этом средства на ремонтно-восстановительные работы объектов социально-культурной сферы были направлены в объеме до 12 миллионов рублей. Это совершенно небольшая сумма. Ну, в 2021 году они там выросли до 100 миллионов рублей. Я хочу сказать, что в 2023 году только республиканский уровень направил на эти цели 1 320 000 000 рублей. Вот такой темп просто в этом направлении. Очень много объектов, ну это, наверное, тоже наглядно в социально-культурной сфере. Я часто об этом говорю, там и ремонт школ, и строительство детских площадок, и строительство спортивных площадок, и многое-многое другое. К большому сожалению, есть расходы, которые невозможно предусмотреть при формировании бюджета, а перенос их на будущие бюджетные периоды невозможен. К таким расходам, разумеется, относятся расходы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Здесь масштабные ресурсы направляются на эти цели. Огромнейшие ресурсы. Здесь глава государства принимает незамедлительные, срочные решения по оказанию поддержки как физическим лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, так и путем проведения ремонтных работ, значит, в районах Республики Абхазия. Я еще раз возвращаюсь к тем опасениям, которые имеют место быть. Здесь все зависит от того, что документы двухсторонние между Республикой Абхазия и Российской Федерацией предполагают приостановление ограничений российской финансовой помощи в случае невыполнения условий одной или, ну, в данном случае, абхазской стороной. Поэтому 1/12 часть от годовых значений, еще раз повторюсь, на реализацию соглашения по финансированию заработной платы временно приостановлена. Вот. Если это будет продолжено до конца года, да, это будет сложно, тяжело, ну и так далее. Очень надеюсь, что ситуация изменится, что абхазская сторона все-таки будет принимать решения по урегулированию этих вопросов, ну и мы будем, соответственно, обеспечиваться своевременным поступлением российской финансовой помощи. Спасибо вам за интервью.